Чеканя шаг по брусчатке, парадом по Красной площади прошли тысячи защитников Москвы, чью поступь услышал весь мир. Как и 77 лет назад, утро на Красной площади 7 ноября начинается с торжественного марша. Правда, по брусчатке маршируют уже внуки героев 40-х, а боевой дух солдат сегодня патриотичными песнями поднимает Полина Гагарина. Снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда. Все началось 7 ноября 1941 года. Советские солдаты, пройдясь по Красной площади, сразу же отправлялись на передовую. Ведь на тот момент линия фронта Великой Отечественной войны проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Тогда парад сыграл огромную роль в поднятии морального духа армии СССР. Показал всему миру, что Москва не сдастся врагу. Вот так выглядело тогда радио. Вот из этих громкоговорителей по всей стране прозвучала речь главнокомандующего Сталина, где он произнес речь на этом параде 7 ноября 1941 году. Наше дело правое, мы победим, и позади Москва, отступать некуда. И эти слова стали пророческими для наших советских войск. Парад 1941 года походил на секретную операцию. Многие участники были предупреждены о нем только за несколько часов до начала. Парад был своего рода показателем как для противника, так и для самих граждан, что боевой дух страны не сломлен, несмотря на то, что враг был у ворот столицы. Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир в тот момент, когда парад уже начался. И, конечно же, ее услышали в Берлине. Говорят, что Гитлеру боялись даже доложить о происходящем. И он сам совершенно случайно услышал о параде и пришел в такую ярость, что потребовал немедленно соединить его с командующим ближайшей к Москве бомбардировочной эскадрой. Указ последовал немедля разбомбить парад, ведь немецкие солдаты уже морально были готовы к тому, что вступят в скором времени на Красную площадь. Но к атаке с воздуха советские бойцы были готовы. Да и погодные условия в тот день были не в пользу немцев. Около 40 немецких самолетов было сбито. В парадах могли участвовать выходцы из Ингушетии, которые призывались и в 1939-м, и в 1940-м, и накануне в 1941 году. То есть еще есть место поисковой работе как и сотрудников музея, так и архивных служб. По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны. В тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю народа к победе. Всего в военном параде участвовало 28 467 человек. Это пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, танкисты и многие другие. Зарима Ивлоева, Тамара Хашигульгова, Новости 24.